Наконец-то, блядь, настроил эту хуету, блядь, ебать нахуй. Так, короче, продолжается обзор игры Танки Легиона. Я уже поиграл в эту игру несколько своих дней. Это касается 2 суток, короче. Ну, сутки явно поиграл. И что я имею? Короче, у нас есть только один сервер. На один сервер на всех, короче. Мы не можем куда перейти. Это последствия того, что пинг будет огромный. Так что готовьтесь, что в вашей игре пинг будет вообще пиздец. Короче, как скакун из скакуных скакун. И что тут еще самое важное хотел бы я вам сказать. Ну, вот это грузит же очень долго. Так, сразу начну с того, что это дерево танков, да, которые мы сейчас имеем. Тут не обязательно идти по какой-то линии, типа такого, да. Тут линии вообще практически не нужна. Вот думаешь, берешь, у тебя если первый уровень вашего командира, то вы будете играть только на этом ебаном танке, короче, на этом танке, да. Если у вас там побольше какой-то уровень открывается, то у вас открывается, это все зависит от того, что командир, насколько у вас прокачанный командир, настолько и крутой танк у вас будет, как бы. Сначала это второго, и тут делятся танки только до 5 уровня. Все. Первые танки играют с первыми, вторые играют с первыми, нет, только первые, вторые только играют. Я на втором. У меня танк максимально 2 уровня. Я не видел танков, которых 3 уровня. Да. И тут самое важное то, что мы видим. У меня, например, вот этот хедзер, он по идее 1 уровня, да? И тут склад нажимаем, когда мы склад нажимаем, мы можем его изменить. Модификация. Пушка. Вот, пушка поменялась. То есть не надо там по отдельности пушку менять, гусеницу и так далее. Тут все разом меняется. Лэх. Это мотор просто поменялся с гусеницами. Потом третий нажимаем, тут уже пушка уже более-менее короткая стала, но побольше стало, зато урон большой, пробитие маленькое. А тут скорострельные, типа скорострельные, проникающие, но мало повреждающие, как бы так. То есть, например, да, вы покупаете какой-то танк, ну, например, Hellcat за 1800 кристалликов, да, и вы его модифицируете. Хоп. Ничего не изменилось, что на самом деле изменилось то, что у вас там мотор и гусля поменялось. Дальше идем. Вот башня поменялась. И дальше все поменялось. Что нужно, чтобы модифицировать свой танк? Вам нужно сначала выбрать свой танк 1 уровня, например. Нет, не так. 1 уровня мы танк взяли, да? И потом нажимаем на склад. И тут вот. Тут просто тупо нужно все это модифицировать, чтобы изменить, чтобы получить 2 уровень. Type 97 2 уровня, да? Первая модификация, мне нужно обновить все компоненты уровня 1. Короче, вот эти компоненты, они до нуля же. Просто берем и все обновляем до первого уровня. Самое неважное, но тут 25 модификаций. Материал, ну, короче, улучшение, да, одной, например, гусля у нас до 25, мотор до 25, прицел до 25, и тут я могу уже изменить и взять вот этот второй танк у меня как бы открывается. И тут, когда компоненты, они все требовательные. Например, вот это материалы базового ствола. У меня есть на хранении в складе 100 штук, да, чтобы получить это обычно. Потом идет там нормальное или что-то там вроде этого. Потом эпическое, кажется, идет. Потом этот
Как там? Ну, короче, если я тут создаю, да, например, одну штуку я создал, вот среднего ствола я создал, да, а потом я создаю дальше, и мне уже усовершенствованного ствола, например, уже более потребовательно нас. Из трех мы получаем одну, из двух получаем одну, из трех получаем одну, из четырех получаем одну, как бы. Пук. Вот. Вот. Вот так, и все эти компоненты, например, вот это нужно для оружия, да, вот это для башни, кажется, было, вот это для брони, вот это для прицеливания, вот это для мотора, вот это для ходовой части, то есть гусли. А потом, когда мы переходим с первого уровня по второй, у нас уже идут вот эти разработки типа. Понятно, нет, я не понимаю. А вот эти аппараты наводки Евгений идут уже у нас тоже на склад. Все, что имеется в танке, хотите изменить, это все находится в складе. Так, например, вот это я еле как улучшил до 11-го. И тут, короче, мне нужно будет изменить, например, до 4-го. До третьей модификации мне нужно, например, 4 вот таких аппаратов. Разработка типа 3, да? И что я хотел тут показать еще? А, вот модули. Вот сюда идут модули 3 штуки. У меня это увеличенная дальность видимости, плюс увеличение вероятности рикошета и уменьшить время перезарядки. Но я лучше вот это сниму и положу вот это, наверное. Снижение вероятности рождения все, нет. Увеличивать маскировку, давайте. Ну, лучше броню надо было поставить, нафиг. Да ладно, пойдет. Так, что я хотел еще... команда. Команда тоже делится на несколько типов. Например, вот эта команда, да. Мы смотрим команду и смотрим, вот, например, вот эти немчура, он эпический. Синий это элитный, полузеленый это общие, это самые чмошники. Вот эти элитные, зеленый это отличный. Почему он стоит на первом месте? Потому что он в танке Хедзер находится. Вы можете их удалять. Насчет экипажа хочу сказать то, что здесь меняется очень много. То есть у них есть определенный навык, который может увеличить их защиту, опыт и какую-то фигню, которую можно открыть с другой книгой. То есть книгу изучаете и ставите специальная книга дает специальный опыт, да, вы там эту книгу прочитали и потом на него поставили. Дальше обновить. Он ест, короче, вы их подкармливаете, и у него опыт становится больше, то есть уровень у него увеличивается. Например, он у меня 12 уровня. Я не знаю, сколько всего уровней, но тут он 12 уровня. Потом продвижение. Что такое продвижение? Я фиг его знаю. Тут какую-то фигню надо добавить. Ну, у меня такой фигни до сих пор нет. Это я вообще темный лес для меня. Вот тут, короче, вам надо будет нанять двух таких же эпических людей. Сюда добавляете двоих, и он становится вот наверху. Какая-то зеленая. Это, короче, ну, что-то добавляет оно тоже. Я тут где-то его видел. Вот, специальное предложение повышения точности при движении. Повышение точности при движении, да, снижает вероятность возгорания танка. Этого у меня сначала не было, потом я как добавил двух эпических воинов и специально обучил его, у меня вот это появилось, короче. Как-то так. Так, а теперь пройдемся быстренько по кристаллам. Это кристалл, который можно купить за бабки. Вот такая у него ценовая категория. Вообще не стоит их покупать, походу. Ну, стоит, конечно, что быстренько быстренько пройдемся по магазинам. Ну, танки. Бабки. Пользовательские. Я не знаю, что это.
Так, материалы. Так, материалы можно покупать за деньги и за кристаллы. Я пока материалы не покупаю. Ну, там по миссии обязательно надо будет их купить. Потом тут материалы делятся тоже на три типа. Это материалы, разработки и коллекции навыков. Вот эти коллекции навыков вы когда покупаете, их ставите на командира или на того, или на того. Ящик воина. Вы можете сейчас купить его за бабки. Потом нажимаете дальше, если у вас какой-то ключик имеется. Вы нажимаете один раз. У меня есть что ли? У меня нет уже. Нет, у меня колечка нет. Потом вот так, ключика нет, точнее. Потом вот так. Ну, это премиум аккаунты. Бесплатная раздача. Я не знаю, что такое бесплатная раздача. Я не видел, что тут что-либо вообще бесплатно раздавалось. Так, идем дальше. Капитан. Это по сути наш капитан, и это мы. То есть если у вас 26 уровень, как у меня, у вас там открыты первые два линии танка. Первые два линии танка, это если посмотреть по вертикали. Вот на эту фигню. Вот первая открыта, вторая открыта. Я не стал покупать вообще ни одну технику по этой линии, кроме стага. Если играете, начинаете играть, то обязательно начнете с Хедзера. Это мой вам совет. Противотанковый танк, это самое то здесь похода. Все равно сначала будете играть с ботами похода. Так, у нас есть Херопас. Ну, Херопас всем уже известно, наверное, про это вообще ничего не буду рассказывать. Тут миссии тоже идут понедельно. Раз в неделю, 2 недели. Рейтинг. Так, у меня рейтинг более-менее нормальный был, по идее. Но меня что-то вообще снизили. Ну ладно. Так, танки, склад. Это не склад, а этот вот выбранный танк. Это и есть склад. Вот, например, вот этот танк. Почему назвали склад, я не понимаю. Тут вообще перевод вообще странный, если честно. Хранение это и есть склад, по идее, я бы назвал. Все, что вы зарабатываете, хранится вот здесь. Дальше команда. Ну тут уже можете покупать, например, увольнять, покупать. Здесь только хранится все ваши капитаны, ваш этот отряд, короче. Легион. Легион это у нас уже наш клан. А она называется Легион. Так, члены, это кто у тебя есть вклад, то есть за развитие ты можешь складывать свои эти бабки туда. Задача легиона это задача, которую должен сделать каждый, кто находится в легионе, ну желательно. Магазин для легиона это уже всем известно, тут можно покупать всяческие ништяки. Потом журнал легиона это все, что делается в легионе, остается тут в журнале. Подарки легиону. Ну, тут забавки опять. Так, сейчас друзья. Здесь хранятся, конечно же, ваши друзья, с которыми вы будете играть. Нифига он. Уже нифига у него этот. Он что, утром играл и все, что ли? Он уже маньяком стал же. Я просто скажу про это еще. Так, миссии. Рейтинг хотел же показать. Рейтинг. Рейтинг бой. Я нахожусь в 191 месте. Утром я находился в 170 месте. Но бывает в жизни огорчения. Так, имперская война. Я в имперской войне еще не участвовал никогда. Физическое лицо это... Я не знаю, что это. По легиону. И зал славы. Да. Миссии. Вот миссии. Обязательно нужно всегда выполнять эти миссии, потому что без этих миссий вы не сможете продвигать своего капитана, то есть уровень у вас будет вообще маленький, если вы будете просто тупо играть. Потому что ежедневные квесты надо обязательно выполнять ради того, чтобы капитан усовершенствовался. Если капитан будет усовершенствоваться, то танки будет у вас много.
То есть открывать будете много танков, да? Ага, у меня новые задачи вышли, оказывается. А нет, это старые. Вообще нет, новые что-то есть, походу. А, нет, это не новые, это старые. Так, задача на рост. Так, обязательно надо выполнить еще миссию 7D, называется. Это 7 Days Event for New Players. Задача для новичка. 7-дневка для новичка, как бы. Обязательно каждый день выполнять все эти поручения, потому что вот эти поручения дают вам всяческие ништяки. Ну, не обязательно, но все равно надо. Надо. Вот когда тетка выходит, да, вот битва кнопка есть, наверху основная 3. Вот эта миссия обязательно надо выполнять. Чем больше, она вообще очень много опыта дает. Как-то так. Еще что я забыл-то? Особые это бабки туда закинул, тебе что-то дают, на найм. Вы каждый день можете нанимать в сутки 2 раза элитные академии и 5 раз в сутки можете академию новобранцев взять. Мне никогда не выпадал этот легендарный. Наверное, сегодня уже легендарный будет выпадать. Ах, события. Вот события надо тоже выполнять. Ну, небольшого опыта не дают, но все равно приятно их выполнять. Пойдите. 4-й день. Ну, это войдите. Ага, это понятно. Да еще что надо и тут этот. Про магазин я рассказывал, да? А, вот это я вам показывал. Остается только битва. Есть стандартный бой. Это стандартный бой, это быстрый бой, да? Рейтинговый бой. Рейтинговый бой это когда вы будете зарабатывать себе рейтинг, как бы. Например. Ну, это всем известно, это тоже там у всех игр практически сейчас это есть, да? Там сначала вы начинаете базовый частный, потом частный первый класс, а потом пошло-поехало капрал, сержант, штаб-сержант, второй лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник, генерал-майор, генерал-лейтенант, общая информация и, наконец-то, маршал. Так, за это, конечно, вы будете получать некие вознаграждения. Автобой — это когда вы нажимаете на бой и все. А так объединяться — это уже с кем-либо объединяться и ждать тут. Не обязательно ждать всех 7 участников. Просто одного подождали, один зашел и вы сразу в бой можно поехать, если он, конечно же, будет готов. Так, дальше. Режим события. Ну, это быстрые бои. Там защита флага. Последняя выставившаяся команда. Но тут опыт не дают, походу. Я думаю, что дают только в рейтинговом бою опыт дают. И в стандартном бою опыт дают. Давайте я вам покажу один бой из рейтингового боя, да? Нет, ну рейтинговый бой тут обязательно надо этот АБЦ захватить и все. А автобой это тут всякие разные бои. Там захват, АБЦ захват, бой насмерть и бой вообще насмерть. Тут еще оживляешься, короче. Если нужно захватить один флаг, то если тебя подбили, тебя восстанавливает, если идешь в бой, как бы. Главное, чтоб ниже 10 очков было. 10 человек, если уберут. Ну, тут меняется все это. Например, когда начинаешь игру, только ты играешь. Так, чуть-чуть потише сделаю, да? Так, графика, настройка. Быстрее команда. Тут ничего не нужно изменить. Ну все, поехали. Тут у меня графика стоит на самом маленькой, но если тут увеличить графику, то тут вообще конкретно
четкая графика, скажу я вам. Но все мешает только. Все только мешает. Так, видим стак. Нет, это не стак, а какой-то дичь какая-то. А, да. Вот он выходит. Бьем. Попадос. Угу, там у меня сушка или где-то. Су. Блин! Забор помешал. Прикиньте, если забор или дерево, или забор, или какая-нибудь фигня помешает, то ты эту хуйню не пробьешь уже, этот танк. Так, ждем. Огонь! Есть! Да. Халявный танк. Перезарядка у меня, конечно же, очень... О, у меня пингует конкретно пингует. Так, нам нужно убить только 10 танк. 10 танков надо. Блядь, чё они так... Чё у меня такой пинг-стрелок? Мне интересно так играть, по идее. Чего же, пинг. Ага, вот там кто-то выходит, да? О. Камон. Нет. Блин, пиздец. Пинг, интересно, сколько сейчас. И тут еще две бронепробеги, два снаряда. Один подкалиберный, один разрывной. Как-то так все это тоже чувствовать нужно. Например, вот я подошел, я у вас пристрелил, отошел. Не сильно так, не сильно так, должен отойти. Ага, не попал. Камон. Ой. Ничего ты как пробило. Все, мы проигрываем, да еще. 2, 1. Выстрел. Давай, бей. На тебя вся надежда, урод. Он, кажется, бот. Все, у кого с этим иероглифами вообще не умеют играть. Вроде бы это боты все. Ботинки. Ок, видно. Дали. Сушка вообще реально очень конкретно бьет. Он меня может просто одним выстрелом дать. Но если у него если у него, конечно, нормальный такой. Если в одно хорошее место прицелиться и все. Я туду. Блин. Ох, это... Да, блядь. Это меня сейчас убьет, походу. Надо в него хотя бы несколько жизней забрать. На! Давай, рикошет. Ай-яй-яй-яй. Больно-то как бьют-то. Стреляют-то так, а? Ничего, мы тебя забьем с собой. Угу. Так, давай еще троих и все. Мне нужно взять только троих и все. Так, вон там все согреется. Блин. Кауидин. Тут можно встретить. Тут вообще русских очень мало. Русско-народных. Какие-то там Клинхайм, Линхайта. Я не знаю, но все не такое, что... Полуамериканцы как будто играют. Я притворяюсь, что я мертвый. Блять, все равно побили. Бля, калиберный надо брать, что ли, сюда. Пробитий вообще нету. Угу, давай. Так. No.
Это бот, походу. О, блядь, все. Неправильный выстрел из-за пинга. Сейчас будем ждать весь день, чтобы он перезарядился. А то сюда-сюда бегаешь, а? Лови. Да, блядь, что такое-то? Нереально, что ли, попасть без прицеливания? Я уже проигрываю из-за этого долбоеба. Так, лучше сейчас прицельно буду стрелять. Да. И тут физика более-менее нормальная, но если видишь один какой-нибудь камень, ты можешь на него позастрять. Double kill. Нормально так взяли, да? Ой, комплект взорван. Ну, вот так как-то. Так, мы это проверили, только это, да? О, как там это? Рейтинговый бой проверили. А сейчас мы проверим. Например, ох, имперская война, как раз имперская война начинается. Ну давайте я вам быстро покажу. Не, имперскую войну я пока не показывать не стану, потому что мне там этот нужно. Ну как-то так, короче, да. Я вам еще что-нибудь покажу, наверное. Ну пока так. Всем спасибо за просмотр. Пока.